Дроны на страже экологии. В Якутии следить за пожарной обстановкой в лесах и выявлять нарушителей сроков охоты будут при помощи беспилотников. Сегодня в горном районе прошли учения. В небо запустили 2 дрона, которые за считанные минуты смогли осмотреть большую территорию резервата. Светлана Захарова расскажет подробнее. В высоте примерно 100 метров. Никаких очагов возгораний, пламени, задымлений не видим. Над местностью Хараялах горного района кружит беспилотник, изучает обстановку. Гаврил Иванов внимательно выглядывается в каждую темную точку на земле и замечает мельчайшие шевеления. Примерно 100 метров. Никаких очагов возгораний, пламени, задымлений не видим. Аппарат может улететь от места старта на 5 километров. Ищут не только возгорание в резерватах, но и браконьеров. Весна – горячий сезон. Утки летят с юга, охотники готовят ружья. Однако не все дожидаются открытия сезона. Эта деревянная конструкция на берегу озера называется скрадок. Здесь выжидают уток и гусей охотники. Если такой же скрадок будет находиться на том берегу озера, природоохранному инспектору потребуется полдня, а то и день для того, чтобы его проверить и выявить возможных браконьеров. А для дрона осмотр местности займет всего 5-10 минут. Квадрокоптер является отличной альтернативой традиционным методам исследования территорий. Как вы видели, на его развертывание потребовалось всего несколько минут. И из-за своего небольшого веса и компактности он также очень удобен при транспортировке. Беспилотники к охране природы в республике начали подключать только с этого года. Оперативники постигают азы управления. Вскоре им придется применить знания на деле. По охоте он поможет нам в вечернее время сверху выявлять, как так называемые фары. Это световые устройства, которые ослепляют животных в ночное время и добывают. А вот издалека он очень хорошо видит. С высоты хорошо видно не только охотников, но и небольшие задымления. С помощью дрона их можно обнаружить до того, как пожар выйдет из-под контроля. Сегодня это одна из главных задач. В прошлом году стихия под корень уничтожила порядка 9000 кубометров леса, а общее число возгораний только в резерватах достигло 13. Горели больше 1000 гектаров тайги. Ущерб лесному фонду был нанесен на сумму более 440 000 рублей. Светлана Захарова, Георгий Григорьев, Горный район.